В эфире «Итоги дня». Расскажем о самых интересных событиях за сегодня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах. Новый этап развития региона. Путин поручил сократить сроки предоставления средств на мост через реку Лену. Современные технологии во благо общества. В Якутске проходит федеральный форум «Цифровой алмаз». Расскажем главное. «Путь президента». Состоялся показ документального фильма о первом президенте Республики Саха-Якутия Михаиле Ефимовиче Николаеве. В Якутии отмечается рост количества заболеваний коронавирусом. Вместе с тем, в целом по стране заболеваемость ковидом за прошедшую неделю снизилась. Актуализация и продвижение эффективных методов воспитания. В Якутске прошел региональный этап первой научно-практической конференции «Навигаторы детства. Новая философия воспитания». Путин поручил сократить сроки предоставления средств на мост через реку Лену. Доклад глава государства ждет до 15 декабря. Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Якутии рассмотреть вопрос о сокращении сроков предоставления средств федерального бюджета на финансирование проекта по строительству мостового перехода через реку Лену, говорится в документе. Ожидается, что строительство Ленского моста для Якутии станет новым этапом социально-экономического развития. Впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большей частью территории. Муниципалитеты республики и отраслевые ведомства продолжают работу по получению паспортов готовности к отопительному сезону. Первый вице-премьер республики Джоусан Борисов провел совещание по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону. Согласно данным МинЖКХ Республики, для надежного прохождения отопительного периода в Якутии подготовили 1165 котельных, 4163 километра тепловых, 1763 километра водопроводных и 748 километров канализационных сетей, а также 853 километра линий электропередач различного класса напряжения и 116 дизельных электростанций. Креативные индустрии являются одним из важных направлений для новой экономики Дальнего Востока. На площадке цифрового алмаза состоялся круглый стол под названием «Арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика-2025». Она была реализована с сентября прошлого года в формате творческих конкурсов по 8 ключевым направлениям креативной экономики. Победитель каждого конкурса получил приз в размере 1 миллиона рублей. У нас даже есть уже возможные планы, в том числе расширить ее на, так сказать, арктическая стартап-экспедиция, уже, наверное, не арктическая, а на страны БРИКС. Для того, чтобы мы, например, с нашими мультфильмами, потому что они в Якутии очень сильная анимация, мы пошли на страны БРИКС, чтобы наши мультфильмы, которые мы здесь смотрим на нашем якутском языке, были переведены там на китайский, на испанский, чтобы их показывали в Китае, в Бразилии и в других странах. За последние 2 года конкурс уже был проведен в 8 регионах страны. В ближайшее время организаторы планируют посетить еще 11 регионов, в том числе охватить такие направления, как туризм, маркетинг, медиа и журналистика. Он направлен на поддержку людей с активной жизненной позицией, готовых развивать Дальний Восток и Арктику, а также всю страну. Цифровой алмаз стал отличной площадкой для проведения сессий по арктической стартап-экспедиции, так как это отличная возможность, чтобы широкая масса людей узнала вообще об этом мероприятии и чем мы занимаемся. То, что мы хотим развить не только IT, также мы развиваем креатив внутри республики и уже на Дальнем Востоке и по всей стране. Более 400 экспертов со всей страны съехались в столицу региона на федеральный форум «Цифровой алмаз», чтобы обсудить вопросы развития цифровизации и новейших технологий. Итоги первого дня форума в следующем сюжете. За 3 года, что проводится форум «Цифровой алмаз», внимание к нему со стороны партнеров и участников только увеличивается. Якутия – один из флагманов по цифровой трансформации в России. Этим и объясняется интерес партнеров к нашему региону. Отраслевые форумы позволяют хоть и на время привлечь внимание к Якутии. То есть приехало более 300 экспертов. То есть это там крупные компании, как Сбер, там, Ростелеком, Юзергейт, крупнейшие компании. Они будут на 42 сессиях обсуждать самые проблемные вопросы. Они будут узнавать, что в Якутии развивается. Первый год было очень сложно. Да, в этом году нам было очень легко провести этот форум. То есть повысилось к нам доверие. Люди хотят в Якутск ехать.
Да, несмотря на то, что там форумов в стране реально много, Ускоренная цифровизация подразумевает в том числе и защиту данных в онлайн-пространстве. Ежедневно на сайты и серверы крупных компаний и органов государственной власти совершаются кибератаки. И одним из приоритетов на сегодняшний день является киберзащита. Именно этим и будет заниматься открытый сегодня Центр кибербезопасности. Планируем обслуживать не только госуправление, сферу госуправления, но и также корпоративный сектор, государственный и частный. И я уверен, что наш центр, он поможет не только в развитии кибербезопасности Республики Якутия, но и в других регионах, по крайней мере, Дальневосточного федерального округа. И Арсений Сергеевич также одобрил наш план по обучению на базе колледжа связи специалистов по кибербезопасности, ну и открытие кафедры в нашем флагманском университете, Северо-Восточном федеральном университете. Одним из приоритетов России сегодня является доступность связи и интернета. В Якутии, несмотря на огромное расстояние и малонаселенность, эта задача решается. Яркий пример – открытия линии ВОЛС, которая принесет интернет в отдаленные населенные пункты Алекминского района. В прошлом году на полях второго федерального форума «Цифровой алмаз» было подписано соглашение о социальном партнерстве между Якутией и группой компаний «Нордголд», которая ведет свою деятельность в Алекминском районе, о прокладке этой линии. А уже сегодня жители этих сел имеют высокоскоростной доступ в глобальную сеть. Запуск разрешаю. Внимание на экран. 175 километров проложено, и мы очень рады тому, что действительно села получили высокоскоростной, качественный доступ в интернет на постоянной основе. Вот строительство заняло ровно год. Простроили, как я считаю, в рекордно быстрые сроки. Честно говоря, мы даже для себя не всегда так быстро строим, как построили эту линию до наших сел. Целей и задач у форума множество, от опережающего развития высокотехнологичных отраслей до увеличения доли отечественного программного продукта и роста охвата жителей высокоскоростным интернетом. По многим отраслям Якутия в признанных лидерах. И, как подчеркивает глава республики Айсен Николаев, решение этих задач в первую очередь призвано повысить качество жизни якутян. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В течение 2 дней для участников форума проводят несколько мероприятий, в том числе одна из площадок – семинар для цифровых СМИ. Спикерами выступили генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков, а также приглашенные гости из Москвы, руководитель и сотрудники компании ВК. Подробнее в сюжете далее. Главной темой цифрового алмаза в этом году стало цифровое развитие регионов страны. Она предусматривает внедрение различных современных технологий и улучшение IT-отраслей. По итогам данной федеральной площадки будут разработаны различные экспертные мнения и подписаны соглашения, которые напрямую будут влиять на развитие экономики Якутии. Эпоха диджитал открывает новые горизонты для производителей контента, и важно быть готовыми к изменениям. В рамках сессии были подняты вопросы развития контента в век цифровизации. Самый яркий тренд последние несколько лет – это видеоконтент. Да, то есть надо развивать именно такой быстрый контент вертикальный, потому что все больше люди любят больше, но в коротком режиме потреблять разного и развлекательного, и информационного, какого-то просветительского контента. Поэтому надо смотреть в эту сторону. Спикеры рассказали о том, как региональным медиа адаптировать контент под социальные сети. Помимо этого, лидеры индустрии поделились опытом и видением текущих изменений в области цифровых технологий и контентного производства. Конечно, все, что производится в Якутии, это уже несколько лет как событие всероссийских масштабов. И для полнометражных игровых фильмов, я считаю, очень правильно максимально ездить на фестивали, максимально там выставляться, потому что все дистрибьюторы, все онлайн-кинотеатры, все те, кто покупает контент, они, конечно же, там присутствуют. Представители компании ВК рассказали о том, как эффективно адаптировать региональный контент для цифровых платформ, а также как расширить охват и привлечь новую аудиторию. Мы в своей работе стремимся показать региональным медиа, а как же правильно адаптировать контент под социальные сети, как переупаковать новостной контент в клип. Мы разобрали и лучшие, и не самые удачные кейсы и примеры. И я, конечно, рада, что аудитория максимально была заинтересована и проявляла свою активность. Семинар стал площадкой не только для взаимодействия, где участники смогли обменяться опытом, обсудить идеи для будущего
будущих проектов, но и для ознакомления с последними трендами, новыми форматами и способами взаимодействия с аудиторией. Дайна Федорова, Семен Семенов, Якутск. «Путь президента». Состоялся показ документального фильма о первом президенте Республики Саха-Якутия Михаиле Ефимовиче Николаеве. Показ картины прошел в преддверии празднования дня его рождения. Режиссером фильма выступил заслуженный деятель искусств России Никита Аржаков, сценарист, народный писатель Якутии Владимир Федоров, оператор Юрий Бережнев. Как отмечают авторы, у Николаева был длинный путь и неординарная судьба. Трудное детство, военные годы, студенчество, которое совпало с восстановлением страны, испытания 90-х годов, через которые первый президент провел многонациональный народ Якутии с верой в безграничные возможности для родной республики, навсегда оставшись в памяти якутян создателем новой Якутии в новой России. Все это и нашло отражение в документальном фильме. Его путь – это очень сложный и в то же время очень такой жизненный путь, очень особенный путь. Мы много включили его высказывания насчет философов. Он очень любил Кулаковского. Тут очень важная роль, много мы уделили Кулаковскому, его произведениям. И как бы этот фильм, мне кажется, этот фильм монолог, как будто мы разговариваем с Михаилом Ефимовичем. В Якутии отмечается рост количества заболевания коронавирусом, следует из данных Федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. За прошлую неделю в республике коронавирус подтвердили у 240 человек. С 4 по 10 ноября 28 пациентам потребовалась госпитализация. 161 человек выздоровел. Как ранее сообщал Роспотребнадзор по Якутии, среди циркулирующих в республике вирусов доминируют коронавирусы, вызывающие COVID-19. Однако в целом по стране заболеваемость ковидом за прошедшую неделю снизилась на 16%, а число госпитализаций на 22%. В Минтруда и соцзащиты назвали несколько случаев, когда у работника есть возможность заменить отпуск денежной компенсацией. Сотрудник может рассчитывать на компенсацию, если он имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Также она положена тем, кто работает во вредных или опасных условиях, и такая компенсация предусмотрена отраслевым или межотраслевым соглашением или коллективным договором. Кроме того, компенсация выплачивается, если сотрудник увольняется и у него остались дни неиспользованного отпуска. Впервые в Нерюнгринском районе прошел большой патриотический форум. Он стал уникальной коммуникативной площадкой, объединившей усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания в районе. Об этом и других событиях южной столицы региона узнаем из дайджеста, подготовленного нашими коллегами. Добрый день! В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых и интересных событиях прошедшей недели в столице Южной Якутии. С вами Екатерина Павлова. Город Нерюнгри отметил свой 49-й день рождения. В 1975 году поселение начиналось с палаток, балков и щитовых общежитий. Сегодня Нерюнгри – современный город с кварталами многоэтажных домов и развитой инфраструктурой. Это второй по величине город в Якутии и настоящее промышленное сердце республики. Это заслуга общественных деятелей, политических лиц и, конечно, людей труда и первостроителей. Хочется в первую очередь поблагодарить наших первостроителей за то, что в те суровые времена, в ту суровую погоду, буквально на палатки, на балки вы приехали в этот край, который стал сегодня вам родным, когда вы со своим энтузиазмом строили наш замечательный, светлый, такой красивый город Нерюнгри. Именно люди, местные жители, самая большая гордость Нерюнгринского района и всей Южной Якутии. Люди у нас активные. У нас очень много людей коренного населения, того, которые здесь выросли, которые видели, как это было. Сейчас люди задают такой тон, который раньше не было. Мы занимаемся таким моментом благоустройства, созданием тротуаров в тех местах, которых не было никогда. Когда проектировался город в Советском Союзе, конечно, никто не думал, что Нерюнгри будет такой развитый, такой красивый. Сегодня, накануне, уже на пороге 50-летия города, через год мы будем отмечать большой юбилей, люди с очень позитивным настроением смотрят в будущее. У нерюнгринцев множество идей, которые они воплощают в жизнь. Так, ко дню города был реализован социальный проект творческой мастерской «Неру Резко» и специализированного детского дома поселка Серебряный Бор. Ребята внесли свою лепту в производство сувенирных магнитиков, а именно нарисовали рисунки, посвященные городу Нерюнгри. Ребята, когда услышали об
сотрудничестве с мастерской. Непосредственно мы их привезли сюда, посмотрели, они были в восторге, отнеслись, восприняли эту идею на ура. После этого были организованы экскурсии по нашему замечательному городу. Ребята выбирали места, которые бы они хотели зарисовать, чтобы именно их рисунок попал на магнитик. И принялись делать свои замечательные эксклюзивные рисунки, я бы так сказала. Ну и сейчас с нетерпением ждут результатов. В творческой мастерской «Неру и резко» был разработан оригинальный эскиз сувенирных магнитиков, отсканированы и обработаны рисунки детей и запущен процесс производства. Вот это оригиналы рисунков ребят. И вот здесь получилось 10 прекрасных магнитов. Как раз вот это приурочено году детства, который проходит в Республике Саха-Якутия в 2024 году. Проект полностью благотворительный, но мы сразу же договорились, что на этом мы не закончим сотрудничество, а в дальнейшем у нас еще есть несколько идей, которые мы совместно воплотим. Впервые в Нерюнгринском районе прошел большой патриотический форум. Он стал уникальной коммуникативной площадкой, объединившей усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания в районе. В нем приняли участие более 500 человек в возрасте от 7 до 70 лет. Школьники и студенты, представители некоммерческих организаций, советники по воспитанию образовательных учреждений, руководители военно-патриотических объединений на базе школ. Для молодежи в рамках площадки добровольчества открыт Доброцентр. Для молодежи мы предусмотрели для школьников площадки по добровольчеству, в рамках которой мы презентуем школу для волонтеров из цеха Аланхо, который в 2025 году состоится на территории Нерюнгринского района. В рамках этой же площадки мы открыли Доброцентр здесь, у нас в Нерюнгринском районе. Очень хотим сделать так, чтобы Доброцентр стал точкой притяжения и объединил под своим крылом все патриотические и волонтерские объединения, которые действуют на территории района. В рамках форума впервые была проведена военно-спортивная игра «Зорница 2.0» для разных возрастных групп. Это флагманский проект «Движение первых». И так как это мероприятие проходит впервые, отточить нюансы, чтобы понимать, к чему готовить наших ребят в дальнейшем, как можно нам выходить уже на республиканский, на всероссийский уровень, чтобы у ребят был стимул. В дальнейшем работа по воспитанию юных нерюнгринцев патриотами своей страны будет набирать обороты. Форум планируют проводить ежегодно. В Нерюнгре продолжается активная деятельность по поддержке бойцов специальной военной операции. В мастерской штаба волонтеров проходят мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей. Семьи, дети и подростки собственными руками создают нужные предметы для военнослужащих, передавая их на фронт с теплом своего сердца. Они горят просто великолепно. Они не источают никакой копоти, они горят очень долго. Вот предварительно говорили, что такие свечи с сосновыми шишками горят с 8,5 часов. Но мы посчитали, с учетом того, что мы сделали с нашими сосновыми шишками, они могут гореть к ряду до 12 часов сразу. Изучив технику создания свечей, участники мастер-класса, юные лицеисты, с вдохновением принялись за работу. Каждый изготовил как минимум по 2 свечи. Берем банку, берем шишку. Ее надо прижать сильно, и надо брать много шишек. И надо одну верхушку шишки. Берем веревочку, ее как на елку надо замотать. Вообще это легко можно сделать, свечу. У организаторов нет цели сделать много. Есть задача научить делать своими руками. А теплота рук передается через огонь нашим бойцам. И благодаря этим свечам солдаты чувствуют тепло и поддержку всех, кто стоит за их спинами. В мастер-классах «Доброцентр» приняли участие более 200 нерюнгринцев разных возрастов. В процессе работы мастерской «Тепло родного дома» было изготовлено более 500 свечей с сосновыми шишками, которые отправятся в зону СВО. А работа по изготовлению блиндажных свечей продолжится. На этой неделе нас ждут не менее интересные события. Большое профориентационное мероприятие для выпускников школ, где ребята смогут познакомиться в том числе с профессией журналистика. Расскажем о фестивале национальных видов спорта, о деятельности Центра развития и творчества детства и юношества и о многом другом. Оставайтесь с нами. До встречи.
В музее «Россия. Моя история» прошел региональный этап первой научно-практической конференции «Навигаторы детства. Новая философия воспитания». Главная цель мероприятия – актуализация и продвижение эффективных методов воспитания. Подробнее о том, как прошла конференция, расскажет Тимур Калмогоров. 50 ведущих советников по воспитанию школ республики стали участниками регионального этапа. На конференции они представили свои наработки и идеи в области образования, которые успешно реализовали в своих учебных заведениях. Так, Евдокия Мартынова представила свой проект по взаимодействию школ и социальных учреждений для развития обучающихся. В нашей работе, в наших должностных обязанностях есть направления, одним из которых является ведение школьного театра. Это обязательная программа, и вот этот опыт, он очень помогает мне в моей работе, так как он у меня уже давно работает, этот театр, и я могу с удовольствием поделиться именно ведением этой студии с другими коллегами. Моя работа, мой проект уже работает в моей школе уже 7-й год. Это школьный театр, который уже работает в моей школе с 2018 года. Детей в школах республики и России обучают не только стандартным учебным предметам, но также с малых лет прививают любовь к родине. Немаловажным аспектом в обучении ребят является воспитание в них патриотических чувств к стране. Новая философия воспитания – это, получается, создание условий в каждой школе, в каждом детском саду, в каждом учреждении СПО и даже в вузах для воспитания патриотов и граждан страны, республики и в будущем, конечно, своей малой родины тоже. Победители регионального этапа пройдут далее на всероссийский уровень мероприятия, которое пройдет в декабре этого года. Тем не менее, цель конференции не победа, а получение новых знаний среди советников по воспитанию для дальнейшего улучшения образования детей. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. На полях федерального форума «Цифровой алмаз» состоялась презентация фильма режиссера Дмитрия Кольцова «Алдан». Фильм рассказывает о добровольце из Якутии, который принимает решение отправиться на специальную военную операцию в качестве медика. Фильм снимался в Якутии, а также в Запорожской области. Для военных картин необходимо большое количество визуальных и специальных эффектов. И режиссер картины настоял на том, чтобы они были выполнены в Якутске нашими специалистами. В картине принимают участие известные российские актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев. Также одну из ролей исполнил боец ММА, американец, принявший российское гражданство Джефф Монсон. Премьера фильма запланирована на годовщину начала СВО в феврале следующего года. Уже 5 лет работаю с Якутией, и каждый новый проект, он становится все больше и больше. Вот. Когда-то мы начинали с того, что мы сюда приезжали в Якутию для того, чтобы снимать фильмы о Якутии, а теперь, видите, мы снимаем фильмы о Якутии для того, чтобы показывать их на всю страну. То есть ситуация в корне меняется, чему я очень рад. Надеюсь, что в том числе благодаря нашим совместным проектам с Якутией. Герой России Олег Артемьев познакомился с якутскими национальными видами спорта. Космонавт-испытатель посетил спортивный комплекс имени Василия Манчары «Модун». Якутские спортсмены провели мастер-классы по национальным настольным играм, северному многоборью, прыжкам через нарты и аркан, а также по стрельбе из традиционного лука. Кроме этого, космонавту вручили памятный набор «Хаблык» и «Хамыска», который в скором времени полетит в космос и войдет в историю якутского спорта. Как он отметил, якутские национальные виды спорта могут быть апробированы в отряде космонавтов. Это очень интересно, завлекательно и для той моторики, и для той ловкости, которая нужна космонавту, они как раз подходят. Поэтому, если у вас когда-нибудь кто-нибудь пройдет из Якутии в отряд космонавтов, наверняка все национальные виды спорта, они у нас будут представлены в отряде космонавтов на физкультурной подготовке, на физподготовке. Ну, на самом деле можно и сейчас это внедрить, но тут нужно желание. О празднике дружбы и спорта в столице Южной Якутии прошел фестиваль национальных видов спорта, посвященный дню рождения Нюрнгринского района и города Нерюнгри. Участники фестиваля соревновались в северном многоборье, борьбе хапсагай, гиревом спорте, легкой атлетике, пулевой стрельбе и настольных играх. Подробности мероприятия в следующем материале. На стадионе «Горняк» настоящий праздник. В нем объединены сохранение традиционной культуры и развитие национальных видов спорта, выявление сильнейших спортсменов, пропаганда здорового образа жизни. На спортивных площадках как опытные профессионалы, так и любители. И каждый имеет шанс достойно проявить себя.
Я как главный судья и как участник. Ну, для чего я участвую? Чтобы показать немного пример тоже спортсменам, подрастающему поколению, чтобы стремились, тоже росли, поднимали уровень, планку, чтобы знали, что какой результат надо показывать в дальнейшем на республиканских соревнованиях, на всероссийских. Илона Прудникова, мастер спорта России по северному многоборью, участвует в фестивале не первый раз. Стараюсь, да, каждый фестиваль, если я здесь по месту, выступать. Радует, что очень большое количество участников всегда, все заявляются. Любителям даже интересно, и это хорошо, потому что спорт процветает в Нерюнгринском районе. Следующим летом у нас уже будут игры Манчары, которые у нас в приоритете всегда проводятся раз в 4 года. Вот, это большие игры, и хотелось бы все-таки там поучаствовать. Поэтому как первый старт решила выбрать фестиваль национальных видов спорта. В принципе, результатом довольна, первое место уже есть. Большее количество зрителей и болельщиков фестиваля собрала площадка по борьбе Хапсагай. Здесь можно увидеть красивые броски. Я пришел поболеть за своего папу, он участвует в борьбе. Спортсмены показывают целеустремленность, силу, ловкость, выдержку и, конечно, достойные результаты. По итогам состязаний в каждом виде спорта были определены призеры и победители. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий и обзор новостей. Мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.